эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно работать над обеспечением стабильности глобальных рынков углеводородов совместно с зарубежными партнерами. В частности, в формате ОПЕК+, который уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в этой сфере. В воскресенье он провел совещание с представителями Кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса. Президент подчеркнул, что текущий уровень цен на нефть для российской экономики является приемлемым и обратил внимание на то, что возможности России для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике достаточны. На развитие угольной промышленности Россия направит около 6 триллионов рублей до 2035 года. Большая часть из этих средств – частные инвестиции. Отметим, что целью программы развития угольной промышленности страны является увеличение добычи и экспорта угля, а также снижение аварийности, которая пока еще остается на высоком уровне. В рамках программы планируется модернизировать угольные предприятия, в том числе благодаря внедрению инновационных технологий, которые повысят безопасность работы в шахтах. Кроме того, планируется создание новых центров добычи угля в Кузбассе, в Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в арктической зоне. Правила отбора арктических проектов, которым будет предоставляться инфраструктурная поддержка, готовы и находятся на подписании у председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Отметим, что в феврале замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 миллионов рублей, смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Инвестиционный комитет «Алроса» одобрил финансирование предварительных проектно-изыскательских работ по руднику «Юбилейный» в Мирнинском районе республики. Бюджет этих работ на данном этапе составит около 63 миллионов рублей. Работы включают в себя проведение инженерных изысканий и разработку технико-экономических обоснований строительства подземного рудника и объектов инфраструктуры. Также будут проведены технические и экономические исследования района строительства. К 2022 году компания планирует получить актуализированное технико-экономическое обоснование строительства подземного рудника и уточнить оценку запасов. В настоящее время кимберлитовая трубка «Юбилейная» отрабатывается открытым способом. Глубина ее карьера 480 метров. Производительность свыше 5 миллионов тонн руды в год. Гранильный филиал «Алроса» «Бриллианты Алроса» проводит аукцион в Израиле с 1 по 11 марта на своей торговой площадке в Рамат-Гане. На аукционе компания представила бриллианты регулярных цветов от 5 карат и выше, а также бриллианты фантазийных оттенков, включая желтые, розовые, пурпурные. Кроме того, в состав аукциона вошел бриллиант редкого оттенка Intense Yellowish Orange огранки груша. Отметим, что традиционно «Алроса» проводит бриллиантовый аукцион в рамках мартовской выставки в Гонконге. Однако из-за переноса выставки на май компания приняла решение провести торги в Израиле. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике представило вакансии угольной компании «Колмар», инновационного тепличного комплекса «Саюри» и «Золото Селигдара» на ежегодной ярмарке вакансий СВФУ. Ярмарку посетили более 1500 молодых специалистов. Свои вакансии также предложили «Полиметалл», Южная Верхоянская горнодобывающая компания, Саханефтегазбыт, ЯТЭК, Сбербанк, Ростелеком, Полюс Алдан и другие компании. По данным агентства, эта ярмарка считается одним из наиболее эффективных мероприятий по числу результативных контактов работодателей и соискателей. Она превосходит аналогичные мероприятия этого формата. Пятый в республике IT-центр открыли в здании Центра поддержки предпринимательства в Нюрбе. По словам министра инноваций республики Анатолия Семенова, Нюрбинский район на своем примере показал Дальнему Востоку, что цифровым можно сделать целый район, подключив все села к высокоскоростному интернету. Он также добавил, что планируется конкурс, по итогам которого из бюджета республики выделят до 1 миллиона рублей на развитие IT-центров.
Город Верхоянск получит 44,5 миллиона рублей на строительство сквера Угуен. Город на севере Якутии победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В сквере расположатся спортивная, событийная, игровая зоны и зона отдыха. Всего на участие в ежегодном всероссийском конкурсе лучших проектов в этом году поступило 300 заявок из 71 региона. Из них отбор прошли 286 заявок. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.